Чеченский Робин Гуд, народный герой и просто абрек Зелимхан. Народная молва в разное время давала всякие сравнения Зелимхану Харачоевскому, человеку, для которого честь и достоинство были главными принципами жизни. Его поступки характеризовали его исключительно как героя, помогавшего бедным. 25 сентября 1913 года отряд под командованием поручика Георгия Кибирова, считавшего Зелимхана своим кровником, напал на след абрека. Зелимхан был окружен около села Шали. В результате продолжительного и кровопролитного боя тяжелобольной Зелимхан Гушмузукаев 27 сентября был убит. Малика Муталаева окунулась в историю славных подвигов абрека. 13 долгих лет он был неуловимым и стал легендой еще при жизни. Зелимхан Харачоевский не был рожден абреком. Несправедливость и произвол царских самодержцев вынудили его стать на этот путь. Я человек, который воспитан на этом образе. Долгими вечерами мне бабушка рассказывала о его жизни, о его принципах. Быть правнуком этого легендарного человека — это довольно-таки сложно, потому что общество может как бы оценивать меня с позиции этого человека. О храбрости, благородстве защитника бедных и обездоленных слагали песни. Зелимхан был человеком слова и никогда не действовал из-под тишка. Противопоставляя царскому наместнику, народ прозвал Зелимхана наместником гор. И даже после того, как был убит, враги долгое время не смели к нему подойти. Рассказ я написал, он действительно погиб дважды. Первый раз его убили в Шали, а второй раз уничтожили памятник Сержинюрти. Это меня задело до глубины души, и я, может, я не гений, но все-таки я решил запечатлеть, оставить историю, факт, что была такая легендарная личность, что он дважды выжил, он будет жить в памяти народа. Здесь, на окраине села Сержинюрт, когда-то стоял памятник Зелимхану Харачоевскому. И хотя вот уже 2 года история Чеченской Республики как предмет в школах республики не ведется, ребята не перестают интересоваться судьбой легендарного абрека. Врага не бьют в спину, а его как-то били уже в спину. Это, я думаю, что несправедливо. И Зелимхан Харачоевский, мне кажется, что он был достойным сыном своей Чечни, своей родины. В социальном отношении, а именно отношении и бедности и богатства, вот этот человек всей своей душой, наверное, природой своего сердца стремился к тому, чтобы не только у нас в Чечне, но и во всем мире было бы равноправие. Новый памятник народному герою стоит теперь в Веденском районе у дороги. Отдать дань памяти защитнику бедных и угнетенных приходят сюда не только чеченцы, но и представители других народов. Он был героическим человеком, героическим воином, защищавшихся всех бедных людей и то, что нету достававших бедным людям. И все время останавливаемся у этого памятника и благодарим его за то, что он делал в свое время. Скульптору удалось показать, что даже в такие редкие минуты покоя поборник обездоленных и угнетенных был готов к отражению удара противника. Его палец всегда был на курке 5-зарядной винтовки. И кто бы что бы ни говорил, в памяти народов Северного Кавказа Зелимхан Харачоевский был и останется героем, образцом настоящего чеченца. Малика Муталаева, Асхаб Зайнулаев, Джамиль Ахмадов. Новости.